Всем привет! В этом видео мы с вами будем ковать якутский клинок. Я покажу процесс полностью от самого начала до самого конца с комментариями. Про какие-то вещи расскажу подробнее. Так сказать, это видео не стоит рассматривать как обучающее, потому что я в этом плане самоучка. Я не знаю, как нужно делать правильно, я этому никогда не обучался. Не знаю, как это дело преподают, где это у нас преподают, в техникумах, да, наверное, я вот не знаю. И поэтому 100%, наверное, какие-то вещи, что вы увидите, я, наверное, буду делать не так, как нужно, не так, как в методиках написано и прочее. Вот, ну, в принципе, давайте приступим. Значит, якутов я делаю из У8А. Вот такой вот у меня есть пруточек диаметром 16 миллиметров. Общий вес у него составляет, сейчас посмотрим, не знаю, видно, не видно, да, что-то видно. Общий вес у него составляет 228 грамм, то есть сделаем два клиночка по 80 грамм и одного маленького карапета. Так, ну в общем распилил я их на три части, они получились у меня, вот этот 76 грамм, этот 78 грамм и 70 грамм. Вот, массы на самом деле очень немного, практически запаса никакого нет. Ну, если что, когда я буду оттягивать хвостовичок, я часть прутка, к которому он будет приварен, часть прутка возьму и вытяну хвостовичок. Значит, такой интересный момент, такая интересная особенность. В том месте, где у нас ожидается кончик клинка, там я рекомендую снимать фаску с заготовки, с прутка. То есть вообще избегайте острых углов на заготовках перед ковкой, потому что все острые грани, острые углы, если они предполагают, что они будут коваться, там велика вероятность образования заковов. Закова это как бы замятие вот этих вот острых углов, там то в одну сторону, то в другую сторону, и они будут выглядеть как, ну не знаю, как трещины на этом самом, на ваших заготовках. Ну все, привариваю хвостовик, разжигаю горн и погнали. Так, пока у нас горн раскочегаривается, я немножко расскажу о тех инструментах, которые у меня есть, кузнечных инструментах, которые я использую. Значит, вот я приварил заготовочки к пруткам. Кую я прутками, ну, то есть держу прутки. Вот здесь вот такие вот ручки, чтобы пруток у вас не вращался в руке, чтобы вы контролировали заготовку лучше. Вот. Вообще это на самом деле все не камильфо. В идеале, конечно, нужно все держать клещами, как мне думается. Вот. Но из кузнечных клещей у меня пока одни. Вот такие вот плоские. Сейчас. Самодельные плоские клещи. По идее надо еще сковать такие, вот как они называются, вот с такими вот полукруглыми губками, чтобы держать можно было кругляк большого диаметра, там больше 20 миллиметров. Вот такими клещами кругляк держать не получится. Вот, хоть они и раскрываются там широко, но реально не получается. Ну, короче, руки не дошли пока сковать себе клещи, мне просто лень, надо горн перебирать, делать его сквозным, чтобы можно было протягивать длинные заготовки. Короче, мне пока лень. Вот, значит, наковальня у меня вот такая маленькая, она у меня с самых первых времен, 10 килограмм она весит. В принципе, мне ее хватает, ну, конечно, хотелось бы больше, хотя бы килограмм 60. Я в свое время запаривался, искал долго наковальню на Авито, там даже объявление подавал, по черметам ездил. Короче, она мне так и не попалась с тех пор, и я просто забил на это дело, подумал, что как-нибудь оно само срастется. Много народу знает, что мне нужна наковальня. Вот, когда-нибудь кто-нибудь, я думаю, поможет. Вот, значит, из ручников что мы имеем? Самый большой у меня это 2 килограмма, вот такой вот молот. Был у меня еще 3-килограммовый молот, но мне им тяжеловато. Я парень небольшой, вот, не особо богатырского телосложения, поэтому мне 3 килограмма многовато. Вот, поэтому 2 килограмма, в принципе, в самый раз. В самый раз. Дальше у меня идет основной мой рабочий, это килограммовый, вот такой вот килограммовый. То есть вот этот вот 3-килограммовый я использую буквально там первые, ну не знаю, там первые несколько нагревов, в зависимости от того, какой кругляк. Если там кругляк 20, то нагревов 10-15 вот этим разгоняю. Вот.
если кругляк маленький, вот как сейчас, например, будет, возможно, сразу начнем килограммовым его разгонять. Значит, и вот такой вот молоточек есть, 500 килограммовый. Он немножко доработанный, у него скруглен вот здесь вот боек. Я вот этим местом проковываю спуски на ноже. И вот здесь вот приварен шарик от подшипника. Им я кую дол, им мы будем ковать дол. Это шарик маленький, 20 миллиметров. По идее, можно больше шарик, тогда дол будет по-другому выглядеть. Ну вот я так привык, короче, я такую. И еще вот есть вот такая вот равнилка самопальная, то есть тоже где-то полкилограммовый молоток. Вот здесь вот срезано у него тонкий боек, чтобы он не оставлял следы на молоте, которым я сюда фигачу. И вот здесь вот приварено 2 пластины из толстого сотового уголка. Вот так вот. Вот. Ну, равнилкой я, кстати, пользуюсь редко, не знаю почему, как-то вот, ну, не знаю, в общем. То есть заготовку кладете, сейчас покажу, что у меня есть. Вот. То есть заготовочку раскалили, это уже в самом конце. Раскалили, кладете на наковальню, ставите и молотом сюда бьете. Вот. И выравнивается. То есть, короче, это при помощи этой штуки мы убираем следы заковов и выравниваем клинок. Точнее, выравниваем поверхность клинка, а не сам клинок. Клинок мы потом равняем. Вот. Ну, в принципе, что? В принципе, сейчас начну закладывать в огонь и покажу все. Так, все. Горн вышел на рабочую температуру. Сейчас я сверху еще положу 1 или 2 кирпича. Вот, ну, с промежутком, чтобы газы все, весь дым уходил наверх. Значит, все у меня, в принципе, то же самое. Ничего с тех пор, как я показывал, не изменилось. Тот же самый горн. В планах поменять трубу, поставить большего диаметра, потому что когда очень жарко на улице, там под 30-ку, уже тяги маловато. Вон у меня там труба стоит, 250, я ее поставлю. Здесь сейчас стоит 150. Значит, насос, вот эта улитка та же самая, пашет, отлично пашет, все, слава богу. Вот, так что все. Ну и начнем. Значит, возьмем один пруточек, в смысле одну заготовочку, и пока просто сверху ее положим на угли. То есть сразу ее в гущу я не кладу. Первый самый нагрев я делаю такой понежнее. Вот, это уже больше 1000 градусов. Так, одеваем очки, потому что окалины уже видите. Много окалины. Сейчас буду дубасить, она полетит. А, вам не видно. Все, я вижу. У вас вам ничего не видно. Так, значит, мы разгоняем металл в длину. Как я это делаю? То есть я беру и ребром молота вот так вот ударяю. Соответственно, металл разгоняется вправо и влево. Вот видно следы, да? Так, ну все, она уже остыла, поэтому сейчас уже ковать не будем. Все, закладываем. Такой еще один интересный момент. Но это, наверное, якута в меньшей степени касается, а вот классического клинка в большей степени. Значит, смотрите, я рекомендую вам заготовку ковать с обоих сторон. Ну, точнее, я вам ничего не рекомендую, да, это я так делаю. То есть я стараюсь одинаково ковать заготовку с обоих сторон. Бывает так, что ну, в силу там каких-то анатомических там причин, я не знаю, кому-то как удобнее, человек кует заготовку с одной стороны больше, чем с другой. И в результате потом, если нет никаких там подготовительных мероприятий, потом при закалке нож ведет в том числе и из-за этого, что вы нож с одной стороны, ну, клинок с одной стороны ковали больше, чем с другой стороны. Вот, поэтому старайтесь все делать равномерно. То есть вот, мы разгоняем то с одной стороны, то с другой стороны.
Так, поехали. Сейчас я вам на доске нарисую, как ковать кончик. То есть я не сразу научился его правильно ковать, и поэтому вначале у меня получались кончики вот такого плана. Сейчас нарисую. Вот так вот. И вот здесь вот был вот такой вот, как я не знаю, щучий нос. Ну вот это вот режущая кромка. Это я нарисовал режущей кромкой вверх. Почему так у меня получалось? Потому что я не туда бил. То есть, если вот у вас есть там наковальня, да, наковальня, ставим клинок, будущий наш клинок на ребро, и, соответственно, если мы лупим вот сюда вот в эту часть, вот так вот под этим вот углом, вот так, то он постепенно у вас и так вот и будет загибаться, как я показал. Поэтому первые удары нужно делать желательно четко под 45 градусов. Вот сюда, вот так. Видно? Да. Соответственно, закругляете еще сильнее вот эти вот уголки. Вот эти уголки. Там и так у нас уже фаска снята, вы помните, да? Закругляете эти уголки и потом уже потихонечку оттягиваете носик. И тогда у вас вот этого вот такого вот щучьего носа не будет. А у меня он раньше был. А почему это плохо? Ну потому что вам придется здесь много снимать металла. Вот этот вот металл вам придется снимать на гриндере, понимаете, чтобы это все выровнять. Клинок лучше ставить на край наковальни, то есть чтобы у него будущий носик был с краю наковальни. Ну поначалу-то этого не так критично, а вот потом, когда у вас уже будет тоненький кончик, вот, это уже будет критично, потому что вы молотом можете задевать лицо наковальни и будут оставаться следы на самой наковальне. Так, ну вот, кончик прогрели. Ставим его на ребро и аккуратно, не спеша, давайте, чтобы вам было видно, вот так вот поставлю, не спеша закругляем вот эти вот грани. Ставлю на самый краешек. Все, и видите, что у нас получается? Где? Вот, мы закруглили. Все, опять в горн, опять нагреваем. Ну а теперь уже оттягиваем как следует. Переворачиваем, опять оттягиваем. Ну и смотрим, как идет. Здесь постепенно прибавляется мясо на конце. Поэтому опять разгоняем. Вот так. Опять греем. Ну вот, он уже почти готов. Так, ну давайте еще такой важный момент. Я кончик формирую еще когда заготовка не очень тонкая. То есть когда тут есть миллиметров 5, там 4. Потому что если вы будете формировать кончик, когда она будет тоньше, то металл
он у вас начнет загибаться вправо или влево, вот этот уголки. Поэтому лучше делать, когда больше мяса. Там как бы сжатие идет более контролируемое. Ну и вообще лучше форму делать, когда он у вас не слишком тонкий. И хвостовик сейчас мы скоро начнем тянуть. Вот. Сейчас я еще немножко разгоню, потому что толстоват. Значит, следующим этапом будем намечать плечики и немножко подтянем хвостовик. Значит, прикидываем, сколько нам нужно на хвостовик. Ну, не знаю, может быть, я где-то делаю 1/3 от общей длины. 1/3 от общей длины. Прогреваем вот это вот все место, в том числе место сварки, чтобы она у нас не отвалилась. Потому что бить будем по ребру. Вот, вот так вот ставя. Поэтому это место будет слабеньким. Вообще, вот когда вы так куете, это на самом деле достаточно опасно. Лучше это делать в очках, потому что здесь такие качели получается, что она может отлететь. Ну, поехали. Ставим на ребро, вот где-то от сих. И соблюдаем вот такой вот наклон. Много бить не надо, иначе будет углубление слишком, ну, оно будет слишком глубоким. Нам здесь это не нужно. И получается вот такое вот, видите, да, вот такая вот кракозябра. Немножко это вот пузико убрали ребром молота. Все, теперь опять прогреваем это место. И сделаем такую же штуку, наметим со стороны обуха. Значит, со стороны обуха углубление я буду делать вот этим вот острым бойком, которым я кую дол. То есть также ставим на ребро и со стороны обуха получается вот так. Разгоняем. Вот. Пока вот так получается. Значит, сейчас опять вот это место нагреваем. Чуть-чуть здесь опять простукиваем со стороны обуха. Ну и разгоняем в длину. Видите, здесь опять мясо добавилось. Вот, на хвостовике разгоняем. Так, мяса на хвостовике по-прежнему много, значит, нагреваем и еще раз разгоняем. Значит, смотрите, что имеем. Мы имеем, что вот здесь явно вырисован как бы плечик один, а с другой стороны нет. Причем здесь достаточно глубокий. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы здесь было чуть меньше, да, плечики, здесь чуть больше. Значит, сейчас покажу, как это исправить. Значит, ставим клиночек большим как бы плечиком вниз на ребро. И вот сюда вот бьем острым бойком. Вот так вот получилось, но ничего страшного. Ставим на ребро с другой стороны и выравниваем.
выравниваем и оттягиваем хвостовик. Ну вот, собственно, что мы имеем. Видите, да, здесь с этой стороны углубление стало меньше, и здесь появился такой вот плавный, короче, плечики более-менее выровнялись. Это нормально. Не нужно их делать одинаковыми на самом деле. То есть, как раз таки со стороны режущей кромки нужно оставлять меньше, чтобы он был не такой ярко выраженный, по одной простой причине, потому что мы будем проковывать спуски, да, и эта часть режущей кромки, она и так оттянется. Поэтому и она либо будет вровень с тем, что на обухе, либо даже чуть больше. Но скорее всего здесь будет чуть больше. Значит, в принципе здесь все. С хвостовиком больше трогать не будем пока. Теперь в обухе у нас тут миллиметров 5. Поэтому смело опять же разгоняем вдоль ребром молота.